Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Кабинет министров изменил ставки таможенных пошлин на вывоз ореха, фундука, утвердил предел максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа, рассмотрел другие вопросы. Репортаж заседания правительства. Медея прозвучит в древней Диаскуре. Телемост о подготовке юбилейного фестиваля Хиблы Герзмава. Правительство Абхазии на заседании в четверг утвердило положение структуры Государственной миграционной службы, изменило ставки таможенных пошлин на вывоз ореха, фундука, утвердило предел максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа. Также управлению Абхазсвязь было передано телепередающее оборудование. Члены правительства одобрили перевод сельскохозяйственных земель под строительство гостиниц и курортно-оздоровительных объектов. Из 18 вопросов 3 сняли с повестки дня. Репортаж Нисфы Аршпа. Правительство изменило ставки вывозных таможенных пошлин на орех в сторону их уменьшения из-за отсутствия спроса на продукцию. Согласно новому постановлению, на орех лесной в скорлупе пошлина составит 10 рублей за килограмм. Чищенный дороже – 15 рублей за килограмм. В рынке стоимость ореха упала. Помимо этого, всем известно, что орех является сезонным товаром, который сбор урожая, который происходит начиная с конца августа вплоть до конца года. Соответственно, за время его хранения происходят определенные технологические процессы по усушке ореха, который теряет вес. Соответственно, с этим выносится предложение о снижении практически в 2,5 раза стоимости экспортной таможенной пошлины. Помимо этого, данное постановление предлагается ввести временно со сроком действия до 31 августа. Вопрос выделения земель вызвал довольно ожесточенные споры среди членов правительства. Ряд министров отказались голосовать за перевод земель из одной категории в другую. Формулировка проста. В государстве все меньше земель сельскохозяйственного назначения, а на их месте будут красоваться отели и гостиницы. Мы такими темпами останемся без сельхозземель. Я это несколько раз говорил и сегодня еще раз повторяю. Минсельхоз на эту ситуацию никак влиять не может, к сожалению. Никак. Решайте. Это не вопрос министра образования, но просто душа болит за это. Нужно, не нужно, я не что. На вопросе президента объявить мораторий и никому не выделять до кадастра и всех остальных. На 2-3 года закроем этот вопрос. Определимся, посчитаем все взвесим, все измерим. Я тут на самом деле проблемы не вижу. Просто на прошлом заседании мы человеку перевели категорию, сейчас мы говорим, не переводим. Вот опять-таки вы давайте сами определимся как-нибудь. Флагманом должен быть министр сельского хозяйства. В прибрежной зоне до 200 метров я соглашусь с этим, что да, это надо развивать курорты и так далее, там толку от курортов будет больше. Но выше 200 метров я считаю, что нужно прекращать перевод сельхозземель. Мы с такими темпами в течение 2-3-5 лет останемся без сельхозземель. Аргумент докладчика, начальника управления землепользования и кадастра Дамура Ахуба прост. Использование земли в санаторно-курортных целях принесет больше выгоды и новые рабочие места. Если подумать о рациональности использования земли, скажем, да, чем сельское хозяйство, курортное, это санаторное, она, конечно, более эффективна и больше доходы государства и рабочих мест откроется. Это одно. Есть сельхозуправление, которое подписывает, что эта земля, там же акт выбора земельного участка, земельная комиссия решает, главы администрации пишут распоряжение, к нам оно так и приходит, там сельхозуправление подписывает. В итоге министры дали согласие на строительство 4 курортных объектов и кафе облегченного вида. Правда, члены правительства приняли решение провести отдельное заседание, на котором будут подводить итоги по ранее выделенным объектам. Было предложено пересмотреть некоторые принятые распоряжения. В случае, если гостиницы, дома отдыха, под которые выделялись земли, еще не построены, а сроки их возведения, указанные в документах, уже вышли, то распоряжение о выделении земель необходимо отменить. Я предлагаю организовать отдельное заседание, посвятить этот вопрос только этому, пригласить всех, кому было выделено, и, соответственно, если условия постановления не были выполнены, соответственно, все постановления начать отменять. И делать такое заседание, посвященное этому вопросу, на периодической основе, не реже, чем 2 раза в год.
Члены правительства также утвердили положение и структуру государственной миграционной службы и форменную одежду ее сотрудников. Глава ведомства Алексей Джинджулия пообещал на следующее заседание прийти продемонстрировать новую форму. Необходимо отметить, что все годы существования сотрудники миграционной службы Абхазии носят российскую форму. Утвердить предлагаемое общее положение о форменной одежде сотрудников Государственной миграционной службы Республики Абхазия с приложениями. Второе. Представить Государственной миграционной службе Республики Абхазия право на приобретение форменной одежды сотрудников за счет ассигнований, предусмотренных смет расходов Государственной миграционной службы Республики Абхазия. Описание видов форменной одежды, описание предметов форменной одежды, описание знаков различия, сроки носки. Все это прилагается. При обсуждении вопроса возникновения в Абхазии новых санаторно-курортных объектов выяснилось, что в республике масса объектов, которые построены без разрешительных документов. В Новом Афоне из 64 объектов 30 работает именно так. Проверку проводили совместно с прокуратурой. Материалы этой проверки легли на стол прокуратуры. Они дали дела в суд, в арбитражный суд. Сейчас у нас на очереди проверка, вот в этом месяце начнем Гагры. Мы проверяли наличие разрешительных документов. Сколько оказалось без наличия разрешительных документов? 30. Это массовое называется? Да, вот. Массовое. А где на местах те, которые должны отслеживать это? Это администрация. Почему? При администрации это кто? Главный архитектор. Кого из главных архитекторов был освобожден от занимаемой должности? Осуществляйте вы, пожалуйста, контроль, докладывайте нам, а дальше мы будем действовать. Это безобразие. Никто же не говорит, что строить не надо. Как оказалось, за коммерческими стройками нет контроля. Изменить существующее положение дел нет возможности, так как нет закона, регулирующего этот вопрос. Более того, в нашей стране и вовсе нет надзора за строительством. Вот и получается, что проект строительства утвержден, а сам процесс контролировать некому. И в случае, если объект рассыпается или упадет на голову граждан, винить в этом будет некого, утверждают специалисты. Повестку дня завершил вопрос передачи телерадиопередающего оборудования управлению «Абхазсвязь». Отметив лишь, что в Галском районе абхазское телевидение и ряд российских каналов вещают в полном объеме, члены кабинета проголосовали «за». Низ Фаршба, Беслан Джинджулия, абхазское телевидение. Президенту России Владимиру Путину представят для внесения на ратификацию в Госдуму соглашение с Абхазией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в городе Санкт-Петербург 28 мая 2015 года, говорится в постановлении. Договор направлен на повышение эффективности сотрудничества Абхазии и России в борьбе с преступностью и предусматривает, что запрашиваемая сторона в соответствии со своим законодательством получает на своей территории показания свидетелей и потерпевших, заключения экспертов, документы, предметы и другие доказательства, которые необходимы для расследования уголовного дела, и передает их другой стороне. В МИД Абхазии прошла встреча заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Каана Таня с главой регионального представительства Детского фонда ООН ЮНИСЕФ Сашей Грауманом и главой Сухумского офиса Детского фонда ООН Готфридом Ханне. МИД Абхазии является органом, координирующим деятельность международных организаций, зарегистрированных в Республике Абхазия. В этой связи в ходе встречи стороны обсудили ряд проектов, реализуемых ЮНИСЕФ на территории Республики Абхазия. Кроме того, был намечен план действий на ближайшее будущее. Руководство внешнеполитического ведомства заверило представителей ЮНИСЕФ в полной поддержке всех проектов, осуществляемых в Абхазии, сообщается в официальном сайте МИД. Опера «Медея» прозвучит в древней Диоскуре. Юбилейный 15-й фестиваль Хибла-Гирзмава приезжает в Абхазию с постановкой «Медея», которая уже получила награду «Золотая маска». Фестиваль пройдет 3 и 4 августа в Сухуме. Об этом шла речь в ходе телемоста с оперной дивой Хибла-Гирзмавой и режиссером Александром Тителем на площадке пресс-центра агентства «Спутник Абхазия». В нем приняли участие министр культуры, историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия, заместитель министра Батал Кобахия, директор Государственного русского драматического театра Ираклий Хиндба и журналисты. Подробности в репортаже Сари Исмыр.
Идея проведения телемоста возникла не случайно. Формат пресс-конференции позволит анонсировать фестиваль, рассказать более подробно о его программе и содержательной части. За несколько дней до начала самого фестиваля Хибла Герзмава вместе с режиссером Александром Тителем и всей труппой проведет генеральную репетицию. Фестиваль Хибла Герзмава приглашает пройдет на набережной Диаскура в Государственном историко-культурном заповеднике Сухумская крепость. У нас фестиваль происходит и родился, и живет, и дальше будет жить обязательно в Абхазии. Он немножко меняет свои географические ресурсы и растет дальше. У нас фестиваль добрый, у нас фестиваль несет музыку счастья. Это будет 2 вечера, как это обычно бывает на наших фестивалях. Один классический вечер, второй вечер джазовой музыки. И мы пытались с нашим театром сделать такую маленькую историю одной оперы. Международный фестиваль Хибла Герзмава приглашает был основан в 2001 году и ежегодно проходил в Абхазии. В 2014 году он расширил свои границы и состоялся в Москве. В 2015 году фестиваль проходит в золотых стенах знаменитого зала Musikverein в Вене, а в 2016 году был открыт в швейцарском Санкт-Морице. В свой юбилейный 15-й год фестиваль приезжает в Абхазию с постановкой «Медея», за которую Хибла Герзмава получила золотую маску. На самом деле 15-й фестиваль, он как юбилейный, абсолютно уникальный. У нас будет возможность в такой вот соединить. Мне кажется, это вот то мероприятие, когда все звезды сходятся. И Хибла, и наше наследие, где будет представлен прекрасный спектакль «Медея», и «Аргонавты», и «Черное море». И все мы с нетерпением ждем. И хотелось бы сказать о том, что фестиваль на самом деле за все эти 15 лет вырастил целое поколение искушенных зрителей в Абхазии. Мы начинали этот фестиваль в 2001 году, и тогда казалось, что есть много разного рода начинаний, художественных, музыкальных. И надо сказать, что здесь я очень рад, что этот фестиваль растет, и настойчивый, такой спокойный, настойчивой энергии Хиблы оказалось достаточно для того, чтобы он все время продолжался, рос, чтобы на ее родину приезжали еще и еще музыканты. С момента начала продаж билетов на фестиваль касса Русского драматического театра работала в авральном режиме. Билеты на оперный спектакль «Медея» были распроданы фактически за 4,5 часа, а билеты на концерт опера, джаз, блюз еще можно приобрести в кассах Русского театра, но осталось их не так много. Это объясняется тем, что для Абхазии фестиваль Хибла Герзмава приглашает событие экстраординарное и масштабное. В этом году «Медея» и джазовый концерт совместно с трио Данила Крамера. У нас 2 аншлага, это уже очевидно, на оба дня. И на «Медею» та очередь, которая была в билетную кассу на спектакль «Медея», мне кажется, это беспрецедентная очередь в театральной кассы в Абхазии в истории, новейшей истории нашей страны. Но меня это не удивило, потому что и в Москве на «Медею» попасть практически невозможно. На 3-4 месяца вперед все билеты на этот спектакль распроданы. Это, безусловно, выдающаяся работа режиссера Александра Борисовича Тителя, выдающаяся работа актрисы и певицы Хиблы Герзмавой. Я думаю, что то, что наши зрители в Абхазии увидят этот спектакль, это будет важным, таким значимым событием в их жизни. Необходимо отметить, что цены на билеты были установлены с учетом финансовых возможностей населения Абхазии. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность, как это и было всегда. А поклонникам творчества великой певицы, которым не достались билеты на фестиваль, будут иметь возможность посмотреть онлайн-трансляцию спектакля и концерта. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.
По улице Папаскир в Сухуми в результате сильных дождей и сопутствующих им оползней еще несколько недель назад обрушилась земля. Пострадала главная улица. Оползни в этом районе столицы явление нередкое. Почва не выдержала мощнейшего потока воды, вследствие чего она вырвалась наружу в виде фонтана высотой до 10 метров. И все это практически во дворе местного жителя Леонида Ардзенба, которому даже пришлось выравнивать землю позади своего дома. Управление капитального строительства собирает все необходимые документы для восстановления поврежденного участка дороги. По причине никто не хочет, кроме специалистов, кроме мэрии города УКС. Они знают, они приводили специалистов из Москвы, Сочи. У них свои заключения о том, что это природа. Здесь общая канализация шла, большая отвод. Ну, как говорят специалисты, она уже засорена. Там ни одна капля не выходит на берег, где выходила раньше. Сильные ливневые дожди, когда шли. Ночью, поздней ночью, очень большой шум такой создалось. Мы вышли, посмотрели, а то, что метров 6-7 до 10 метров, наверное, фонтаном она вот с земли вышла. Видим, пробила откуда-то. Все специалисты приезжали, смотрели. Ну, один и тот же говорят, природа. И в завершении выпуска о погоде. В Абхазии будет ясная температура воздуха. Ночью 24-26, днем 31-35 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.